В Якутске при пожаре в жилых домах погибли двое взрослых и ребенок. ЧП произошло на днях в районе Борисовки-3. О причинах возгорания и подробностях происшествия расскажет Виталий Абрамов. Сгорели два двухэтажных дома. По неустановленным причинам пожар начался в одном из домов. Вскоре огонь перекинулся на соседний дом. По словам жильцов, огонь возник в результате сварочных работ. Это у нас в нашем доме сварочные работы вели, что-то переделывали. Потом в этом доме и в итоге что-то там замкнуло или что-то снизу конкретно помню. Видел конкретно, что когда, получается, варили, получается, что-то замкнуло. К несчастью, есть погибшие. Молодой парень сначала помог своей семье выйти на улицу, после побежал спасать свою соседку с малолетним ребенком. Их тела были обнаружены на втором этаже. На месте трагедии работала бригада следователей и дознавателей. Силы направлены по повышенному номеру вызова номер 3. Значит, это 10 единиц основной техники, 2 специальные и 3 вспомогательные. Значит, было задействовано 70 человек личного состава. Значит, на тушение пожара работало 5 стволов Б, 2 ствола А и 2 звена ГДЗС. Значит, пожар был ликвидирован в тех масштабах, которые являлись по прибытию первых подразделений. Площадь пожара составила порядка 350 квадратных метров. Всего пострадало 12 семей. 4 человека находятся в больнице. Решается вопрос расселения пострадавших. Еще один крупный пожар вспыхнул в поселке Геологов. В опасной близости от жилых домов горели кладовки и гаражи. Вот эти гаражи, а там идет план, типа сараи. А примерно во сколько начало это сгорать? Вот я минут 5 назад вот увидел. Площадь возгорания составила 120 квадратных метров. К счастью, обошлось без пострадавших. Площадь увеличилась тем, что в гараже находились бочки с бензином. Значит, из-за набравшейся температуры, значит, произошел взрыв бочек, и температура и площадь увеличилась. Ну, были проведены действия, которым, значит, пожар был успешно локализован и далее ликвидирован. Огнеборцам удалось локализовать пожар, не допустив дальнейшего распространения огня. Дознаватели устанавливают причины ЧП.